7 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации. Со времен обретения независимости и до наших дней масс-медиа являются свидетелем всех происходящих событий в стране. Они обеспечивают потребность в информации, освещая обо всем по радио и телевидению, на страницах газет и сайтов. Уровень свободы слова в Кыргызстане разные годы оценивался по-разному. Это зависело от различных политических процессов и, соответственно, падения или скачки вверх отражались в международных рейтингах. День информации и печати установлен постановлением правительства Кыргызстана в 1993 году. В день выхода в свет первого номера национальной газеты «Эркинто» 7 ноября 1924 года. После обретения независимости наша республика свои национальные законы привела в соответствие с международными стандартами и придерживается ряда общепринятых норм. Основными международными документами в защиту свободы слова являются Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. В нашей Конституции в 31 статье сказано о свободе слова. Статья 31. Каждый имеет право на свободу мысли и мнения. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него. Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или насилию. Конституция Кыргызской Республики. Международные эксперты отмечают, что Кыргызстан добился многого в плане обеспечения свободы слова. Существует множество площадок для выражения своего мнения и донести это до общественности. Если взять по тому, что практически сегодня у нас выпускается очень много газет, очень много телеканалов, и практически каждый имеет доступ к тому, чтобы самовыразиться. Если не через проправительственный, допустим, канал, но через частные каналы каждый свободно излагает свое мнение. Несмотря на это, в республике в разные годы было давление на СМИ. Ситуацию со свободой прессы усугубляли судебные разбирательства в отношении журналистов со стороны политиков и чиновников. 9 позиций в рейтинге свободы прессы потерял Кыргызстан за последний год. Об этом было сказано в отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» в апреле текущего года. Кыргызстан опустился с 89 на 98 место в индексе свободы прессы. Падение связали с притеснением прессы и очень высокими штрафами. Но вот третий президент, Алмазбек Атамбаев, превратил этот пункт просто в конвейер. Посыпались, особенно в последние годы его правления, посыпался шквал этих исков на масс-медиа, на журналистов. Общая сумма штрафов по этим искам дошла до 60 миллионов. Ну, сумасшедшие суммы. И уже судисполнители приступали к исполнению этих штрафов. Но к счастью, кончилась его власть в 2017 году. Пришел новый президент. И вот первое действие этого президента, Сооронбая Жээнбекова, было вот как раз направлено на защиту свободы слова. Вот такой позитивный шаг. Многомиллионные иски к независимым СМИ оказывали свое влияние не только к конкретной компании или журналисту, подготовившему материал, но и к остальным медиа, отмечают эксперты. Появилась самоцензура на ряд тем. Видя судебные разбирательства, журналист непроизвольно избегал чересчур громких разоблачений. Но со временем в обществе стало явным то, что доля правды в написанных материалах отдельных СМИ все же была. И сейчас, когда, в общем-то, все вышло наружу, и возбуждено очень много уголовных дел, есть даже люди и лица, которые находятся сейчас в тюрьме, под арестом. Это все говорит о том, что мы были правы. Поэтому в этом смысле мы можем для себя отметить, что этот год для журналистов, для средств массовой информации, особенно независимых средств массовой информации, он, конечно, такой вот, удачный. Он принес какое-то определенное удовольствие. Были случаи, когда свобода слова оценивалась лишь отношением того или иного главы государства к масс-медиа.
Если брать с этой стороны, то президент Сооронбай Жээнбеков отозвал свое заявление в суд, поданное во время предвыборной агитации, после того, как агентство 24KG и журналист Кабай Карабеков дали опровержение. Но я хочу сказать, как журналист, как редактор газеты, и я хочу сказать, что что радует больше всего, и от чего, например, я получаю большое удовольствие, это то, что он вернул доверие к прессе, к нам, к журналистам. Потому что весь предыдущий период правления Атамбаева, он сводился к тому, что мы, журналисты, выпускаем фейковые новости, что мы все оголтелые, непрофессионалы, что мы все, главное, работаем против него, чтобы его очернить. А на самом деле проделывалась большая работа независимой прессы, вскрывались большие коррупционные схемы. Все это мы обнародовали, но все время слышали только от него, что это вранье, что это ложь, и от него, и от всего его окружения. Свобода слова в стране не ограничивается. В Кыргызстане созданы все условия для ведения деятельности любой формы СМИ, независимо от формы собственности или кому они принадлежат – бизнесмену, политику или бывшему политику. В настоящее время есть и те, кто считает необходимым разработать закон, который запрещал бы известным публичным людям обращаться в суды против представителей масс-медиа. Такая практика применяется в ряде стран мира. Нужно принять закон. Закон, который принят в развитых, тоже Америке, например, закон о публичных персонах называется. То есть, согласно этому закону, высшее руководство, начиная от президента и кончая министром, конгрессменом, сенатором, депутатами, они не имеют права в период работы на государственных постах подавать иски на масс-медиа. Просто не имеют права, что бы там ни было. У них нет такого права подавать иски. Это он может сделать потом, когда уйдет с должности. Но когда он уйдет с должности, он уже перестанет интересовать масс-медиа. Масс-медиа критикуют их деятельность. Имеется в виду не подавать иски, которые критически освещают их деятельность, какие-то порочные моменты. По словам медиаэкспертов, говоря о свободе слова, нельзя забывать и об ответственности за сказанное. Это в первую очередь достоверность фактов, доказательства, а также массовая поддержка журналистики, основанной на документах. В тех странах, где признаны по этим же рейтингам свободными государствами, там средства массовой информации обязательно имеют свою редакционную политику. Там бумажно оформлено взаимоотношения редакции с журналистами. Каждая редакция заключает контракт с журналистом, и каждый ответственен за свою часть работы. Поэтому журналисты средств массовой информации должны строго соблюдать и этические кодексы, и кодексы законов. Журналисты являются мостом между властью и обществом. Они поднимают злободневные проблемы, способствуют развитию экономики, культуры, образования, информируют. СМИ должны ответственно относиться к судьбе каждого человека, сказал президент во время встречи с журналистами и предложил не развивать направление политических сплетен. Средства массовой информации являются мощным средством по формированию мнения, общественного мнения. Ваше перо – это наша опора. Вы всегда помогаете мобилизовать общественные процессы, и от вас зависит очень многое по развитию нашего государства. И от вас зависит и сохранение, и укрепление мира и стабильности на нашей земле. И вы всегда передаете те процессы, которые идут в нашем обществе. Одно из главных достижений за годы независимости, что продвинуло нас вперед в построении демократии, это свобода слова, свобода деятельности СМИ. На этом пути было много проблем, но в целом общество отстояло демократические принципы.